Про День гнева. День гнева, значит, сама судьба вела, то есть с этим День гнева. Получилось как? Мне сказали, что есть команда, в которой нужен гитарист. Вот, а я как раз тоже мне нужна была команда, в общем, это, планеты стали как надо, короче говоря. Вот я пришел, там, значит, был Илья Бондарев, Игорь Савинов, вот, и Миша Устинов. Вот. Значит, перемолвились, что играть, а то все. Говорит, мы играем heavy metal. Короче, как сыграли. А я Женю прихватил, говорю, там команда есть, говорю, давай, это может быть тряхнем, стариной, может что-то получится. Мы пришли, они как дали там, ну это просто кошмар, у меня же прям вот волосы, я чувствую, они у меня поднимаются. Вот. Вокалист был как Ян Гиллан, то есть Савинов. То есть те ноты вот он брал, это просто вообще, короче, как гитара на верхнем ладу, вот это вот что-то такое примерно было. Вой сирены, что и надо. Ну все, по рукам ударили, начался процесс, там, значит, как бы надо было единственное, название группы, вот с этим было нужно решить. Название, значит, не шло. И потом на уроке музлитературы в музыкальном училище, значит, прозвучало, мы проходили там фантастическую симфонию Берлиоза, и там, значит, на коду у него звучит этот Диез Ире, то есть День гнева, секвенция. Ну, тут меня обожгло сразу. Так вот это название. И сразу вот все, и сразу пошло, завертелось вот именно вокруг этого названия. Во-первых, потому что сразу стилистику определило, направление, смысловое направление, тексты, сама атмосфера вообще. То есть мы же потом делали театрализованное шоу. Вот. И оно, конечно, дало сильный толчок, потому что не рядовая группа с какими-то непонятными, ну, то есть с какими-то рядовыми идеями, да, то есть там про любовь или что-то. А тут именно вселенский масштаб. А рок же он предполагает, это же такая помпезная музыка, она давит, короче, как орган, да, вот в церкви, давит вот. И вот это был тот случай. И вот именно музыка получалась такая, которая вот эти слова, мы же на блок описали, блок, фэт, потом, ну и свои тексты тоже, да, когда вот это, когда листве сырой ржавой рябины залеет гроздь, когда палач рукой костлявой вобьет в ладонь последний гвоздь. Сильно, да? И вот, вот. И вот этот идет текст. И плюс такой именно ход, риф вот этот древнерусский. Там дам да да дам 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 да 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 дам джин 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 джин. Когда в листве сырой и ржавой рябины заолеет гроздь. Ну вот так вот, да? Что просто как гвозди в голову вбивают. Ну, естественно, там все. И что самое интересное, публика-то учила эти, ну, фанаты, они учили эти тексты, но они не знали, что это блок. Если бы им сказали, что не цитируют Блока от А до Я, да, они бы страшно удивились. Вот такой сила искусства, да, то есть просвещали людей еще к тому же. Я фотку видел. Угу. Там, по-моему, Супер, да, его звали? Да. Вот Серега Размыслов. Да, а он какую роль играл? Он играл роль шоумена, то есть он был и конферансье, но конферансье, что там конферансье, то он вышел, два слова сказал, встречайте День гнева, и все. То есть там особо-то говорить ничего не надо, там уже само все это говорило. Вот. Но он же в балахоне в белом и с факелом, да, то есть он нам пригодился как шоумен, то есть он выходил в песне, вот про которую я сейчас говорил. Нет, стоп. Это была другая песня. Это была на слова Бертольд Брехт. Бертольд Брехт, Мамаша Кураж, вот там вот идет вот этот вот текст. Вот. Игоряня сочинил музыку, мы ее развили, и получилась вот такая вот бомба, конечно. Вот. И что он там на этом в Москве? Короче говоря, мы поехали на рок-фестиваль. Это какой год? 90-й или 89-й, да? Ну что-то вот такое. Советский Союз. Да, Советский Союз. Вот. Мы не могли не поехать туда. Там Оззи Осборн, Скорпионс, Бон Джови, Скид Роу, короче говоря, и пошло-поехало. Вот. Ну, мы приехали, то есть когда апофеоз уже был, значит, Бон Джови должны были выйти уже на сцену. То ли они уже вышли, уже играли. Но Бон Джови сам как-то он спустился вниз и вот это вот где-то начал налазить где-то между вот этими заградотрядами, да, вот этими. В шинели, да, где-то он уже шинель добыл. Снял с какого-то милиционера, да, и фуражка у него была, вот эти патлы, все. И как-то все они зевнули, и Супер как-то с ним рядом оказался. Я обмер, Супер стоит уже о чем-то там, реально что-то трут уже. Вот.
А он же такой колоритный, да, Бон Джови не мог его не заметить. Старина Бон Джови. И они там стояли, о чем-то там, значит, это мило беседовали. А слона-то не заметили, да, милиция-то, понимаешь? Она разворачивается в ужасе. Как так? И стали его заламывать. Ну, надо же оправдать свое это бездействие. Бон Джови бежал петь, а Супера повели на выход. И вот он с мученическим выражением лица, вот они его ведут. Вот, два крохотных милиционера, потому что он-то большой сам, вообще, как Годзиллу выводит, да, вот это. Вот, и он, короче говоря, он же угодил на этот, как его, на обложку журнала «Штерн». То есть его сфоткали, вот, и наш летчик, когда выполнял рейсы в Африке, увидел вот этот журнал в киоске. То ли Париматч, то ли Штерн, что-то из этого, короче, не суть. И, короче, он этот журнал привез и Суперу подарил. Супер рыдал. То есть это, ну это вообще как это событие, то есть наш человек из какого-то уголка, да, вот этого маленького городка, Сыктывкара, мы опять прославили. Сыктывкар периодически дают о себе знать. Бомба. Самый яркий концерт какой был на памяти? Самый яркий это Инта, конечно. Инта это что-то вообще, это какой-то, как его сказать-то, я не знаю, с чем сравнить. Что-то такое, видимо, какой-то, как его называть-то, что-то ассоциации возникают. Морской бой, короче говоря, какой-то. Почему, сейчас объясню. Мы приехали в Инту, это был последний город уже. То есть удачные у нас были поездки, то есть это начали там у нас Жешард, Микунь, Печора. Не суть. Короче, заканчивалось все это в Инте. Мы уже устали, вот, программа у нас была в пальцах, вот, мы приехали, значит, расставились, ходим по клубу. Ну, клуб такой интересный, то есть он сделан ну, в старинном стиле, то есть там акустика, все в порядке. Ходим, наслаждаемся, там, значит, Супер подходит, говорит, я там послушал разговор, говорит, нас хотят освистать. Ну, то есть, вот это из той серии, там, Воркута столица мира, там, значит, Инта столица мира, то есть, вот из этой серии. То есть Сыктывкар... Сыктывкар, да, Сыктывкар не столица мира, но столица Коми СССР. Мы на столицу мира-то не претендуем. Вот. И, значит, имейте в виду, говорит, я говорю, ну, будем работать. Вот. Значит, а что нам было терять-то? Мы, значит, в себе были уверены, то есть мы выходим на сцену, Супер выходит, короче. Говорю, Супер, давай как-то там это встряхни, чтобы у них это с песни надо сбить. Там, значит, он выходит, говорит, а сейчас, говорит, выйдет группа, здравствуйте, тишина. Говорит, а что, в школе не учили здороваться, что ли? Ну, и то есть, ха-ха-ха, хихи, как-то он это все дело подрасслабил. Вот. Ну, короче, говорит, я тут вам не нужен, сейчас выйдет группа День гнева, и все, сами все поймете. Ну, тут мы вышли, вот. Ну, и сразу начался этот убой весь. Вот. Сразу это все намерение куда-то у них улетучилось. То есть, все сразу преобразились, доброжелательно все. Потом дальше круче, дальше круче. Итогом явилось то, значит, что публика ломанулась, как это водится, то есть, к краю сцены. Все дела, значит, братания. Задним не видно. Вот, они становятся, значит, на сиденье. Тем тоже не видно, они становятся. И вот эта вот цепная реакция, короче говоря, когда была уже кульминация, когда Супер вышел с этим факелом, причем сделано было так, мы сделали задник, у них там существует какой-то театр, видимо, а вот эти задники, там какой-то в готическом стиле, и там такие арки, да. Вот. То есть толпа шумела постоянно. То есть постоянный шел гул вот этот вот. Но в какой-то момент этот гул был настолько сильный, что не то, что музыки, ничего не было слышно. Я не понял, в чем дело. Я обернулся и смотрю, из одной арки вот этот свет переходит там в другую, но еще никого нет. И этот Супер выходит с факелом. Представляешь, какая это самая? Какое впечатление у народа. Вот же мурашки по телу. И он с этим факелом, да что там происходит? Да, господи, что за свет там, что за светоч там появляется? Вот он появляется, идет, исчезает, появляется, исчезает. И вот его больше. И вот он выходит в белом балахоне с факелом. Вот это вот, да? Что было дальше? В общем, мы закончили. Вся толпа ломанулась на сцену, стали брататься там, автографы, не автографы, говорят. Останьтесь, говорит, еще дайте концерт. Мы говорим, билеты у нас уже куплены. Нам надо уезжать. Они говорят, надо еще сыграть. У нас, говорит, завтра вообще весь город придет. Я говорю, да куда уже тут? Ну куда уже и так? Но дело не в этом, дело мы потом посмотрели. Когда они все разошлись, расступились, вернее, там, значит, что получилось. Вот эти все, которые стояли на сиденьях, они же прыгали. Вот эти сиденья были поломаны. Вот эти сиденья, короче, они
Они валялись на полу, но они плавали, потому что там, оказывается, перед сценой шла труба. Они на этой трубе прыгали. Эта труба лопнула, и вода пошла в зал, короче говоря. Почему морской бой-то, да? Вот ощущение было такое, что вот так вот смотришь, как будто это какой-то флагманский крейсер, да? Его прошило ядром, короче. Его прошило ядром, и вода хлынула в трём, и вот это все начало плавать, вот оно так вот и плавало. И к этому добавить еще надо директрису клуба, потому что она стояла и плакала. И слезы туда лились. Такое ощущение было, что это она вообще все наплакала. Там, понимаешь? А слезы капали и капали, короче говоря. И она говорит, не пущу, говорит, вас больше никогда. Я говорю, надо сматываться быстрее, а то еще на нас все это повесит. И, короче, мы урулили. Но история имела продолжение. Буквально через год сюда же датчане приехали, то есть это рок-караван был, то есть в рамках международного общения. Сюда приехали датчане, они жили дома, их расквартировали, у меня жило 3 человека, потом 4-го еще подселили. Ну, было очень весело, кстати. Нам выдали, значит, тогда же талоны были, нам выдали в горисполкоме под роспись, значит, бутылку водки, бутылку вина, сыр, это же несметное богатство, какой-то джем, по-моему. Все, держитесь, говорит, держитесь, продержитесь, говорит, сутки с этим совсем, а потом мы, говорит, посадим вас в поезд, и там уже все будет по-русски. И мы начали вот колесить вот это вот все. То есть у нас целый вагон был вот этих, несколько коллективов, там, кстати, Северо-Запад был, вот это Миша Устина, вот они там потом переродились в этот самый, ну, то, что они сейчас являются. Феликс Кролл, да. Вот. И, короче говоря, и мы, День гнева, значит, и вот несколько команд издания. Представляешь, какая движуха? Общение! То есть занавес этот рухнул, началось это, знаешь, вот это вот, то, что вот, гитара, струны, там, то все, а это что такое, а это как, вот это вот все, значит. Мы их там учили русскому языку, вот. Они нас английскому учили, но это бесполезно было все. Вот. И, короче говоря, мы приехали в Инту. Мы уже сдружились, все, значит, была Инта. А я-то понял про тот разговор. И на сердце было неспокойно. Мы выходим с поезда, значит. И сразу я понял, что-то будет, потому что все обклеено афишами День гнева. То есть вот как вот тут книги, да, вот так же афиши. Причем они не жалели афиш. Они вот на друг друга были афиши, вот так вот целый ряд вот идет. И везде абсолютно, где только можно было, короче. Мы приезжаем к клубу, автобус нас привозит. Кто нас встречает? Нас встречает завклубовша, та же самая. Вот так вот, со словами «не пущу». День гнева, говорит, не пущу. Датчане молодцы, говорят. Фак. Ну и тогда и мы, говорит, не будем играть. Клево? Скандал. 3 концерта. Дневной, вечерний и наш вот ночной. Билеты все проданы. Ну что, она не устояла? То есть там же как звонок, все дела. Там же КГБ курировало это все. С нами КГБшник ездил. То есть, ну, как это, ну, это же первые контакты вот эти вот с инопланетянами, то есть это же надо все контролировать. Вот. Что ты думаешь? Ситуация повторилась. Та же труба, да? Те же дела. То есть она была в приятном заблуждении, что трубу не надо переделать, потому что она нас не пустит, но ее надо было переделать. Что самое еще интересное, ситуация еще усугубилась тем, что нас они ждали. И просто вот этот вот пик, да, он был постоянно. То есть вот шумовой пик от толпы, он был постоянно. Я даже не понял, что играет, потому что не слышно было ничего. Это был какой-то кошмар. То есть это, ну, не знаю, сейсмические станции должны были среагировать, потому что, ну, это невозможно было. Просто уже не до музыки было. Просто вот выйди и стой, они будут вот, короче, шуметь. А у нас еще петля там была. Ну, там как бы по мотивам это Иуда Искариот. То есть был написан текст. Вот, ситуация с Иудой, да? Иуда вешается, правильно? Вот. И в нашем случае он тоже вешался. То есть петля висела с самого начала концерта. То есть интрига, да? Интрига бешеная просто. Народ не понимал, когда это что? Это ружье должно выстрелить. Ну, вот. Ну, я по секрету скажу, там как было. То есть петля одевается, тут, значит, пояс электрика под этой. И крючок одевается, и такое ощущение, что все. Это было уже испытано, это все работало, короче говоря. Но не в случае с Интой, потому что когда его стали поднимать, толпа ломанулась на сцену, сметая все на своем пути, схватили его за ноги. Вот. Те тянут вверх, эти тянут вниз. Он говорит, да, говорит, отпустите же меня уже. Говорит, не могу. Сейчас жирафа из меня сделать. Ну, то есть как бы... Как-то так.
Но он не умер там, сын. Он не умер, да, но директриса также стояла и плакала. Вот. Она уже ничего не говорила, потому что уже тут зарекаться, она, понимаю, бесполезна, в общем, короче.